بسم الله الرحمن الرحيم. С вашего разрешения мы отвечаем на звонок шейха Мухаммада ибн Али Аль-Хамада. Пожалуйста, шейх Мухаммад. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Пусть Аллах сделает ваш вечер благим, наш уважаемый шейх. Пусть Аллах продлит вам жизнь, шейх Мухаммад. Уважаемый шейх, да сохранит вас Аллах велик, Он возвышен. В это время, как известно, в общине происходят смуты. Мы просим у вас наставления для людей в общем, чтобы они слушали ученых и не слушали тех, кто выдает себя за ученого, которые портят больше, чем исправляют, а они считают, что таким образом улучшают. Пусть Аллах даст вам благодать и отблагодарит вас за эту заботу. Нет сомнения, что смуты, если происходят, а они происходят, особенно во времена, отдаленные от пророчества, то они приходят и увеличивают свое число. Они подобны темной ночи, как описал их пророк, мир ему и благословение Аллаха. Однако Аллах велик, Он и возвышен, сделал для нас выход из этого, а это посредством книги Аллаха и Сунны. Сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха: «Поистине, тот из вас, кто будет жить, увидит много разногласий. Вам необходимо придерживаться моей сунны и сунны праведных правителей, идущих по прямому пути после меня. Держитесь за нее и схватите ее коренными зубами. Остерегайтесь новоизобретений, так как каждое новоизобретение — это нововведение, а каждое нововведение — заблуждение». Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я оставил вам то, придерживаясь, за что вы не заблудитесь после меня, книга Аллаха и моя сунна». Аллах велик, Он и возвышен, описал Коран тем, что Он указывает на самый правильный путь. Описал Коран тем, что он является прямым путем, исцелением. Также он является светом, милостью. Он то, чего необходимо придерживаться. И поэтому сказал Аллах велик, Он и возвышен: «Крепко держитесь, заверив Аллаха все вместе, и не разделяйтесь». Верив Аллаха — это Коран. Также сказали, что это ислам или посланник Аллаха. Все это истина. Также сказал Всемогущий, Он и возвышен: «Таков мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедовал вам это, быть может, вы устрашитесь». Аллах Пречист, Он упомянул, что будет множество путей, а что касается пути Аллаха, то Он один. Таков мой прямой путь. Один путь, одна дорога. Нет в нем искривленности. А что касается путей, то их много, и на каждом из этих путей, как сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на каждом из этих путей дьявол, который призывает людей к нему. И поэтому сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха: разделились иудеи на 71 группу, разделились христиане на 72 группы, и разделится эта община на 73 группы. Каждая из них в огне, кроме одной. Спросили, кто она, о посланник Аллаха? Он ответил: тот, кто был на чем сегодня я и мои сподвижники. Мусульманин должен придерживаться общества мусульман, придерживаться пути сторонников сунны единой общины и руководителя мусульман. И пусть не отклоняется от этого, если желает спасения. Пусть не вступает в смуты и не следует за теми, кто призывает к заблуждению. И пусть не берет знания, кроме как от надежных его обладателей. Пусть не берет от первого встречного и от того, кто заявляет о знании. Он может быть ученым, однако заблудшим, ученым заблуждения. Также он может быть невежественным и заблудшим, и вводить в заблуждение тех, кто следует за ним и подражает ему. Это очень опасное дело, однако путь ясен. Хвала Аллаху. А это путь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, путь его сподвижников, путь праведных предшественников и путь имамов, которые пришли после них. Однако для этого необходимы две вещи: знание и терпение. Знание, чтобы узнать этот путь и его подробности, и чтобы ты проявлял терпение в следовании этому пути. Потому что люди будут пытаться навредить тебе.
Они будут причинять тебе неприятности, те, которые следуют своим страстям, выдуманным заблуждениям. Однако тебе необходимо терпеть до тех пор, пока ты убежден, что ты на истине. Не обращай внимания на тех, кто удерживает от этого. Вы знаете и читаете сейчас во многих источниках о тех, кто хочет отвести людей от пути истины к современной культуре, к современности городов, чтобы догнать развитые страны. Хвала Аллаху! Мы впереди всего мира. Мы опередившие, если мы будем придерживаться этой религии. Мы не отставшие, мы опережающие. Всему миру необходимо следовать за приверженцами ислама, а не то, чтобы мусульмане следовали за заблудшими. Это изменение природного естества. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Да воздаст Аллах вам благом, и мы благодарим шейха Мухаммада. Брат Ахмад говорит: я прошу шейха, да сохранит его Аллах, прокомментировать данный хадис «Две милости», которым большинство людей проявляют небрежность, здоровье и свободное время. Да, это две великие милости, как сказал это посланник мир ему и благословения Аллаха, которым большинство людей проявляет небрежность, потому что многие из людей тратят эти милости в ненужном направлении. Эти две возможности. Первое – это здоровье, здоровье тела. Потому что больной и неспособный не в силах совершать поступки. А что касается здорового, то он способен выполнять их. Совершает их без каких-либо трудностей. Вторая милость – это свободное время. Тот, кто занят мирскими делами, обременен заботами или тем, что отвлекает его, либо занят размышлениями и тому подобное, такой не способен совершать дела. А если же он освободится от того, что его занимает, то у него появится возможность совершать дела. И поэтому сказал Аллах, велик он и возвышен, своему пророку, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому, как только освободишься, будь деятелен и устремись к своему Господу. Как только освободишься, будь деятелен, то есть трудись в совершении праведных дел. Он указал, что свободное время – это милость и возможность для мусульманина. Пусть Аллах проявит к вам добро. Мы напоминаем братьям и сестрам телефон нашей передачи, который вскоре будет показан на экране, и поэтому тот, кто хочет позвонить нам, может сделать это по данному номеру. Уважаемый шейх, этот брат спрашивает по поводу раскрытия груди. Как это происходит? Как это осуществляется? И какие причины помогут этому? А также, каково проявление этого? Раскрытие груди в руках Аллаха, пречист он и возвышен. Однако причина этого действия раба и его намерение. Аллах велик он и возвышен сказал: «Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для ислама, кто на свету от своего Господа, равен неверующему? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха». Также сказал Аллах, пречист он и возвышен: «Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха». Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы блаженство и прекрасное место возвращения. И сказал Аллах, велик он и возвышен: «Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама. А кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо». И поэтому, после того, как Всевышний Аллах сообщил Мусе, мир ему, о его посланнической миссии, то он сказал: «Господь, раскрой для меня мою грудь, облегчи мое дело». Он в первую очередь обратился к Аллаху, пречист он и возвышен, с мольбой о том, чтобы он раскрыл ему грудь. Также Аллах раскрыл грудь нашему пророку, мир ему и благословение Аллаха, в то время как он был ребенком, подготавливая его к посланнической миссии. И не спаслал Аллах слова: «Разве мы не раскрыли для тебя грудь твою?» До конца суры. Если грудь будет раскрыта для ислама, он будет наслаждаться поклонением, наслаждаться подчинением, наслаждаться праведными делами. А если грудь будет сдавлена, да упасет нас Аллах, то он будет избегать подчинения, и его грудь будет сжатой. Такой является лишенным, да упасет нас Аллах. И поэтому мусульманину надлежит обращаться к своему Господу с мольбой: «Господи, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию, как делал это Муса, мир ему и благословение». Да воздаст Аллах вам благом.